К актуальной статистике по COVID-19 в коме за сутки излечились 64 человека, но заболели 55. Еще 2 пациента, увы, скончались. Количество жертв пандемии таким образом возросло до 71. Наибольшее количество зараженных по республике сейчас регистрируется в Сыктывкаре, примерно треть. И вот как эти и другие новости в очередном телеобращении прокомментировал исполняющий обязанности главы Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии, сегодня в республике лабораторно подтверждены 5871 случай заболевания коронавирусом. Прирост за минувшие сутки 55 человек. Под медицинским наблюдением 2163 человека, выздоровели 4696 человек. И за сутки выздоровело 64 человека, это хорошо, мы снова взяли положительный тренд над заболевшими. Эпидситуацию в республике мы обсудили на заседании Республиканского оперативного штаба и приняли ряд решений. По всей территории республики возобновляется в полном объеме работа взрослых, детских поликлиник, дневных стационаров, диагностических центров, женских консультаций. На штабе также было принято решение перенести на неопределенный срок проведения Дня сельской школы, который отмечается 28 августа, и Республиканского молодежного образовательного форума «Молодежь Коми-2020», который был запланирован на начало сентября. Республиканское педагогическое собрание состоится 20 августа в онлайн-формате. Я сразу хочу сказать всем педагогам республики, что действительно обсуждение было очень такое драматичное, потому что мы все прекрасно понимаем, что это традиционное собрание педагогов. Но допустить, чтобы при очном собрании 100-200 человек хотя бы 1-2 носителя потом развезли вирус по всей республике, а соответственно мы тем самым ставим под угрозу работу школ в очном формате с 1 сентября, в конце концов приняли решение, это недопустимо. Поэтому прошу нас понять и принять ситуацию как она есть. Также на оперативном штабе мы обсудили ход летней оздоровительной кампании. В республике сегодня работают 136 детских лагерей с дневным пребыванием. 33 лагеря труда и отдыха, 3 стационарных лагеря – это Гренада, Чайка и Мечта. Также дети из республики отдыхают в оздоровительных лагерях Краснодарского края и Севастополя. В Сыктывкаре началось строительство нового корпуса Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 90 мест. Уже начались работы по устройству котлована. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография». Сметная стоимость объекта составляет почти 670 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2022 год. Новый корпус будет отвечать всем современным санитарным нормам и требованиям безопасности. В нем будет уютно, удобно и комфортно проживать. В республике появится новая награда – орден Ивана Павловича Морозова. Соответствующий законопроект я внес в Госсовет Республики Коми. Надеюсь, что депутаты следующего созыва меня поддержат. В случае одобрения моей инициативы орден будет являться одной из высших государственных наград республики. Им будут награждаться граждане за особые заслуги перед республикой, связанные с достижениями в экономике, науке, технике, культуре, искусстве, образовании, здравоохранении и в других отраслях. Уважаемые жители республики, это все основные новости, которыми я хотел сегодня с вами поделиться. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.